Британия потрясена результатами парламентских выборов. Не победил никто. Основные лидеры, лейбористы и евроскептики потерпели поражение. Консерваторы набрали не абсолютное большинство, но поэтому не спешат радоваться. А самая большая сенсация – это победа шотландских националистов. О том, что все это значит для Британии. Александр Хабаров. Британские консерваторы не верят своему счастью. Еще вчера все предсказывали им подвешенное состояние. Сегодня они правительство большинства, одержав убедительную победу на выборах в парламент. Окрыленный Дэвид Кэмерон возвращается на Даунинг-стрит. Собственно говоря, он оттуда и не уходил. Только теперь остается здесь еще на 5 лет. Я только что был у Ее Величества Королевы, и теперь я займусь формированием консервативного правительства. Дэвид Кэмерон намерен выполнить свое предвыборное обещание – провести референдум о членстве Великобритании в ЕС. В предыдущий период его правления проводили плебисцит шотландцы и чуть было не вышли из состава страны. Зато теперь шотландских националистов как никогда много в Вестминстере. Сразу 56 депутатов. Среди них старый оппонент Лондона, бывший лидер национальной партии Шотландии Алекс Салмонд. Это настоящее цунами. Невероятный всплеск активности избирателей, решивших проголосовать за шотландскую национальную партию. Сразу после выборов началась череда отставок. Первым покинул пост лидера своей партии либеральный демократ Ник Клег. Либдемы, как их здесь называют, на этих выборах почти все потеряли. Но тяжелее всего теперь уже тоже бывшему лидеру крупнейшей оппозиционной партии лейбористов. Понурый Эд Милибанд сегодня обреченно шел навстречу с товарищами по несчастью. Я несу полную ответственность за результат нашей партии, за наше поражение. Мне очень жаль тех коллег, которые лишились своих мест в парламенте. В Шотландии у них почти все отобрали местные националисты. Так что в итоге у лейбористов всего 232 места в парламенте, а у победивших консерваторов больше почти на 100 человек, 330 депутатов. Победители сейчас заняты распределением постов в новом правительстве, а проигравшие начинают анализировать причины своих бед. Уже досталось социологам, которые утверждали, что у основных конкурентов шансы равны, а на практике все оказалось иначе. Но нельзя забывать, что избирательная система Великобритании мажоритарная, голосует не по партийным спискам, а в каждом из 650 округов должны выбрать одного кандидата. И даже в целом популярная партия в итоге может оказаться неудел. Так, за оппозиционную независимую партию по стране проголосовали 13% избирателей, а депутатский мандат у нее всего лишь один. Если до голосования выборы в Великобритании считали непредсказуемыми, то результат теперь называют невероятным. Хотя бы потому, что победу одновременно празднуют националисты в Шотландии и их ярые противники, удержавшие власть британские консерваторы. Александр Хабаров, Илья Мордюков, Вести, Лондон.